Танцевальный коллектив Айхал. Kurumunda gençlerge yollu heyet onata doğrultçına artçılana ırı ansambla. Galina Şakortina melodiya tigar. Алексей Калинский. Да не, вот мне его лень собрать и складывать. Свою машину, мне надо еще такси. На 10-й этаж, поставь. По 60 рублей. جاني مشكلة مني بالمساخر مني بالبستكان القهوة نطمع اللي يمشي قدرة اللي يمشي قدرة جنبي صدورني Нормально в кадр помещаемся, все ништяк. Так, давай я расскажу про гаражики. Что еще у нас интересного есть? Вот такси желтое. Вот, немножко расскажу про жетон «Золотой дракон» образец. Это вот якутские деньги тоже. Якутские деньги? Да, Денег не хватало, и Алдан Золотов расплачивался с работниками вот такими серебряными штучками. Ух ты. Ну вот, давай начнем рассказывать. Так как я собираю платежные суррогаты, то вот я обратил внимание на Рок-Пив-Бар Гараж. Почему? Потому что Рок-Пив-Бар Гараж, вообще, вот я как бы скажу тебе предысторию, он действовал с 2004 года по 2006 год. Обычный Рок-Пив-Бар Гараж, где разливают пиво и собираются любители рок-музыки. Но он отличается от других тем, что через 3 месяца после открытия заведения владельцы решили исключить оборот наличных рублей внутри бара. Заказали в Москве специальные фишки с номиналом 50 рублей. Производство одной фишки обошлось в $1. Тогда он стоил, по-моему, рублей 26 или 25. Они идентичны. Было время, Да, они идентичны казиношным. То есть они очень устойчивы к внешнему воздействию. Их очень трудно сломать. Некоторые даже пытались поджечь зажигалкой, пластик не горит. Пытались прижечь сигаретами, тоже очень устойчивый пластик, долговечный. И там получалось как: человек приходит в бар в будни, платит 300 рублей депозита, ему на сумму 300 рублей выдают 6 жетончиков. По 50? Да, по 50 рублей получалось вот на эту сумму. Человек мог купить там, или оплатить заказ музыки, или купить там пиво или еду. Также можно было этими гаражиками выдавать там чаевые. То есть наличные рубли вообще исключались полностью. Очень хорошее место было, теплое. Да, вот. Это Может быть, сделаем выпуск, посвященный Рок-Пив-Бару Гараж, а не якутским жетонам. Ну вот, в 2004 году они были введены, в 2005 году их стало не хватать, потому что часть была утеряна, что-то ребята там оставили на сувениры, да, и поэтому владельцы пришли к мнению, что нужно выпустить еще одну линейку этих жетонов. Получается,
Заказали также в Москве, дизайн примерно был такой же, но там были номиналы 1, 2 и 5. Почему так было сделано? Чтобы в будни, например, этот жетон номер 1 стоил 40 рублей, а в будние дни он стоил 60, в выходные дни он стоил уже 60 рублей. То есть, соответственно, это был номер 2 60-120, и этот стоил 200-300 рублей. 200 в будни, 300 в выходные. Но это не помогло Рокки бару гараж. И в 2006 году он был закрыт. Он еще какое-то время функционировал в палатке. Да, в палатке в Ричпорту, но потом все это Там дело что было сдохло. вообще не особо. Да. Уже не та атмосфера. Да. Так, что еще можно отнести к деньгам? Вот платежные боны, так и назывались, Алдан золото. Это был 93-й год, когда были большие неплатежи по зарплате, денег наличных не хватало, и поэтому руководство выпустило Алдан золото именно вот в драгметаллах, в серебре, вот такие платежные боны, чтобы расплачиваться со своими работниками. В Алдане была договоренность с владельцами магазинчиков, что вот эти платежные жетоны принимаются по цене драгоценного металла серебра. Возможно, были и в других металлах, ну, в золоте, но я пока их не видел. А вот здесь у нас что изображено? Это старый герб Сибирского царства. Саха написано даже. Да, ну просто вот в указании как бы на место выпуска, вот именно Саха. А так сибирский, там был герб, что там было-то? Я не помню сейчас, забыл. Этот эксперимент был быстро закруглен, потому что руководство... Негоже серебро холопом выдавать. Ну да, типа такого. Сказали, нечего выпускать свои собственные деньги, мягко говоря. Они получили по шапке, и это дело было быстро прекращено. В 1996 году отмечалось 100-летие российскому автомобильному транспорту. Это не два одинаковых жетона. Тут есть небольшая история. Скорее всего, вот этот первый. Да, я вот его взяла. Да, тут просто есть ошибочка. Исполнители написали там российскому. Я представляю примерно, картинка какая была. Российского. Приходят, например, вот эти Алдан золото, которые делали заказчику. Это алданская администрация заказывала. Конечно, ошибка была обнаружена. Изготовитель Алдан золото получил по шапке. 925 проба. Получил по шапке, и им сказали срочно исправить ошибку. Что и было сделано. Добавили черточку. И это слово вообще непотребное слово стало название. Ну, в таком виде они и пошли в продажу. Ну, такие ошибки попадаются. Но, как правило, такой тираж уничтожается. Так, следующий у нас был такой, кто помнит, такое казино «Золотой дракон». Оно же, по-моему, недолго существовало. Нет, оно 5 лет проработало. Серьезно? Да, с 2001 по 2006 этот жетончик относится к 2005 году, когда руководство решило выпустить памятные вот сувенирные жетоны в честь своего 5-летия. Видимо, намечались выпуск в нескольких металлах, потому что вот здесь остались места для пробников именников. Видимо, в серебре для таких простых посетителей и в золоте, видимо, для VIP-клиентов. Но в 2006 году был принят закон о ограничении горного бизнеса в России. После этого вскоре это казино было закрыто, то есть 5-летие им так и не удалось исправить. А вот самих производителей, к которым заказчики обращаются, их много в Якутске, в республике? Ну, драгоценности Якутии выпускают жетоны. То есть, в принципе, любая ювелирная фирма-производитель, да, получается? Да, да. Может выпустить жетон. Только будет стоимость зависеть от тиража. Чем меньше тираж, тем Тем дороже дороже, да. изделие. Снег идет. Так он с утра уже как-то потихонечку. Ужас. 9 сентября у нас снег. У меня в пакете мясо, и за мной бежит собака. Ужас.
Вот у нас в коллекции есть такой интересный экземпляр, это называется кёнкёлёй. У него даже есть остатки вот обруча. Он 19 века, идет с татинского улуса. Такое вот отверстие, это воронка. Она вставлялась в кожаный мешок Семир. И для переноски кумыса переливали в Семир. Потом уже из Семира на эсехи переливали в чароны, да.